Спонсор рубрики «Что есть» — Кунгурский молочный комбинат. Свежее молоко и кефир теперь в новой упаковке. Это София Шарлотта, дочь герцога Мекленбург-Стерлицкого и герцогини Елизаветы Альбертины Саксонской. В 17 лет она стала супругой короля Великобритании Георга III. 15 детей имел этот союз. Малыш с птичкой, кстати сказать, никто иной, как самый, пожалуй, исторически известный по продолжению рода представитель этой венценосной фамилии – Эдуард Август, отец будущей королевы Виктории. Здравствуйте, дорогие друзья! Уже гадаете, от чего мы так в деталях увлеклись историей Великобритании? Все просто. Наше нынешнее блюдо, точнее его история, с нею крепко связана, а еще точнее с королевой Шарлоттой. Удивительно просвещенная была дама, оказывала поддержку музыкантам, в частности Моцарту. Он, юный, посвятил ей один из своих музыкальных опусов. Живо интересовалась растениями, хорошо знала ботанику, участвовала в создании Королевского ботанического сада. Но мы ее вспоминаем, пусть неосознанно, всякий раз, когда готовим, шарлотку. Считается, именно при ней появился этот десерт из черствого хлеба и яблок, выращиванию которых она благоволила. Шарлот, так называлось блюдо изначально, и это были кусочки хлеба, вымоченные в сиропе от сваренных плодов яблок или груш. Укладывались они слоями, перемежаясь фруктовой начинкой. Эдакая разновидность древнего английского хлебного пудинга. Но с ходом времени нашлись и другие рецепты. Уже Оксфордский словарь 1796 года, а это еще при жизни королевы Шарлотты, гласит: шарлот – пудинг, который готовят в форме из бисквитного печенья или кусочков хлеба. Он бывает сырой или запеченный. Из запеченных самый интересный – яблочный. Далее уже другая история, французская. В усовершенствовании блюда проучаствовал сам Мари Антуан Карем. И его особенный шарлот был что-то с чем-то. Бисквит, взбитые сливки, несколько начинок. Остается только догадываться, как блюдо высокой кухни превратилось в пирожок, который по силам людям с абсолютно разными и даже никакими кулинарными навыками. Но название осталось, спасибо Шарлотте Мекленбург-Стерлицкой. И если подключить фантазию, то и шарлотка будет по-настоящему королевской. Шарлотка с абрикосами на топленом молоке. Яйца растереть с сахаром, масло размягчить, смешать с мукой, солью, содой, корицей. Влить кунгурское топленое молоко. Потом яйца с сахаром, потом добавить абрикосы. Без косточек, конечно. Форму для запекания смазать маслом, заполнить шарлоточной смесью до половины объема формы. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Быстро, просто, разнообразно, ведь сколько хозяек, столько и вариантов рецепта шарлотки. Ну а сейчас самое время обратить внимание на разнообразие молочное. Молкомбинат Кунгурский запустил новую линию по упаковке молока и кефира в ПЭТ-упаковку или, проще говоря, в бутылку. Сразу 5 продуктов – молоко различной жирности, топленое молоко и кефир – сейчас дольше сохраняют свою свежесть, поскольку продукт не контактирует с воздухом, как в случае с открытым пакетом из пленки. Кунгурские молочные продукты – это высокое качество, натуральный вкус и польза молока, а теперь еще и удобная упаковка. Приятного вам аппетита, хорошего нового дня! С вами была Жанна Соловьева. До свидания.